Доброе, бодрое утро всем тем, кто встречает это утро вместе с нами в эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурилева. И Максим Гоголев. И мы наконец-то дожили до пятницы. Осталось еще проработать, нам с тобой совсем немножко, да, телезрителям с 9 до 6. И вот они, долгожданные выходные. Ну что ж, какие же памятные даты ждут нас на сегодня? Да, какие памятные даты и события. Друзья, сейчас вопрос с подвохом. А знаете ли вы, что произошло с 1 по 13 февраля 1918 года? Ничего. Ни одного события. Никто не родился, не крестился, не женился. Разве такое возможно? Оказывается, да. Этих дней в российском календаре попросту нет. Период с 1 по 13 февраля 18 года выпал из российского календаря просто потому, что именно в эти дни был осуществлен переход с юлианского на григорианский календарь. Таким образом, были потеряны целых 13 суток. И сразу после 31 января наступило 14 февраля. Сделано это было для того, чтобы шагать в ногу со всем миром, живущим по григорианскому календарю. Вот такие Вот дела. такой казус. Да. В 2005 году был создан сервис YouTube, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря простоте и удобству YouTube стал третьим сайтом в мире по количеству посетителей. Причем здесь представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи. Русская версия сервиса была запущена 14 ноября 2007 года. Сервис очень прост, буквально работает по принципу копировать, вставить. Но тем не менее, сегодня YouTube стал настолько значимым явлением в медиа-мире, и многие медиакомпании создают официальные аккаунты на YouTube. Так и у нашей компании НВК Саха есть свой аккаунт на YouTube. Именно на НВК Саха онлайн вы можете пересмотреть понравившиеся вам передачи. Ну и, конечно же, сегодня отмечается День Святого Валентина, самый романтический предвесенний праздник. Все знают историю о римском священнике, который, несмотря на запрет императора, венчал браки влюбленных. В Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться в 13 веке, а в США с 18 века. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. У страстных французов же в День Святого Валентина принято дарить драгоценности. В романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы, ну а в Японии принято дарить белый шоколад. И вообще День Святого Валентина в Японии слегка напоминает 8 марта для мужчин, так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем японские женщины. Мужские аксессуары типа бритвы, лосьоны, бумажника и так далее. Так что сегодня обратите внимание, с подарками подходите к своим любимым. Да, и к мужчинам тоже особенно. Да, и к мужчинам тоже так. Что ж, мы хотели бы проанонсировать наших гостей. Поговорим об исследовании языков малочисленных народов. Поговорим про экспресс-тест на ВИЧ-гепатит. Поговорим с гостями, которые прожили аж до золотой свадьбы в честь такого дня у нас. И в конце программы поговорим со спортсменами в мире кикбокса. Друзья, ну если у вас есть какие-то вопросы, приветы, поздравления, вы можете отправить их нам на наш WhatsApp номер. А звучит он так: 8 914 279 22 62. Далее давайте узнаем, какая же погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 36, минус 37, днем минус 27, минус 28. В Заречных минус 32, минус 38, днем минус 27, минус 31. В Южных минус 18, минус 19, днем минус 16, минус 18. В Вилюйских Улусах минус 21, минус 36, днем минус 16, минус 30. В Нижнеленских минус 36, минус 39, минус 30, минус 33 днем. В Западных минус 15, минус 22, днем минус 13, минус 17. В Колымо-Индигирских минус 25, минус 40, днем минус 22, минус 36. В Янских минус 32, минус 37. Днем минус 30, минус 35. На северо-западе минус 17, минус 32. Днем минус 11, минус 30. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 40 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Днем ожидается минус 29, минус 31 градус. Ну что ж, сегодня, помимо праздника День
всех влюбленных также отмечается такой праздник, как День дарения книг. И приуроченную к этой дате мы хотели бы разыграть одну очень интересную книгу, которую покажет Да, Евгения. давайте, смотрите. Тяжеленькая, красивая. И на самом деле это очень редкое уже издание, Да. коллекционное. Посмотрите, эта книга «Разговор со зрителем длиной в полвека», она была выпущена к 50-летию якутского телевидения. Посмотрите, сколько здесь интересных фотографий. Все не буду пролистывать, Максим. Да. Действительно, книга тяжелая, тяжеловато ее держать. Этих книг в продаже нет уже давно. Они все разошлись по частным библиотекам, и Да. мы сегодня ее разыграем. А как же мы ее разыграем? Вам по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62 нужно будет ответить на такой вопрос. Наша компания работает уже давно, но она названа национальной вещательной компанией «Саха» именно в какой-то год. А в какой именно год вам нужно будет ответить. Первый правильный ответ получит эту книгу в нашей редакции. Да, и мы даже можем вам ее подписать. Мгм. Так что пробуйте, отправляйте ваши варианты, и кому-то удача улыбнется. Да. Ну, а мы продолжаем наш эфир, друзья. И сейчас на очереди наша постоянная рубрика «Муза и музей». Давайте посмотрим, кого же назвали, кто же в России первым применил художественный метод импрессионизм. Леонард Туржановский. Вот такое интересное имя. Давайте посмотрим на его работы и узнаем побольше о его творчестве. Он мыслит и чувствует цветом. Так говорят искусствоведы о художнике Леонарде Туржанском. Это один из интереснейших художников начала XX века. Он очень тонко и точно передает определенное состояние природы. Леонард Туржанский – ученик Константина Коровина, Валентина Серова, но он не стал их подражателем, а выработал свой собственный язык и нашел свою излюбленную тему. Это простые русские пейзажи, уральские пейзажи. Это избы с покосившимися заборами, это природа. И в его картинах явно чувствуется воздух, цвет и свет. Он черпал свое вдохновение в своей маленькой деревушке, маленький исток под Екатеринбургом. Его работы, самые лучшие, покупала Третьяковская галерея. Он печатался в дореволюционной печати. Издавались открытки с его пейзажами. И он был прекрасным анималистом и оживлял свои пейзажи такими домашними животными, как куры, козочки. Очень любил рисовать лошадей. Удивительный мастер, который действительно работал с цветом. Художник-патриот, который оставил нам свое наследие и показывает в своих картинах любовь к родине и к природе. Тема нашего следующего первого разговора – исследование языков коренных малочисленных народов Севера. У нас в гостях Раиса Кузьмина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. А также Сора. Самана Курилова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела северной филологии нашей Академии наук. И у нас Елена Нестерова, кандидат филологических наук, также научный сотрудник отдела северной филологии. Доброе утро, дамы, как у вас настроение? Доброе утро. Доброе Всё утро. отлично. Ну, тема сохранения родного языка очень важна и актуальна, да? Да. Прежде всего, хотелось бы поздравить, конечно, с Днем родного языка и письменности. Если говорить о наших языках, то ситуация с славянским языком кризисная на сегодняшний день. Если в 1959 году владела славянским языком больше 70%, то получается на сегодняшний день, по нашим данным, которые были собраны в ходе экспедиционных работ, славянским языком владеет 16,5%. Всего. То есть- Это всего лишь. А всего сколько Всего, численности народа? да, Чтобы всего понимать, сколько носителей осталось. по
данным Всероссийской переписи 2010 года венов по численности 21 830 человек. Вот. И если брать эвенкийский язык, то, конечно, численность эвенков очень большая по сравнению с нашими народами, эвенами и юкагирами, получается. Да, на сегодняшний день где-то 77 тысяч человек, эвенков. И если брать территорию проживания эвенов и эвенков, то эвены проживают в 6 регионах. России, Российской Федерации, это Якутия, получается, Камчатская область, Магаданская область, Чукотка, Хабаровский край и Якутия. Народ распространен. Это северные территориально, районы Якутии. А вот как поддерживается сделать так, чтобы не забывался язык? да? Конечно, изучение языка, преподавание, оно начинается, если взять эвенский язык, то начинается с дошкольного возраста преподавания. Да? Потом они переходят в школу общеобразовательную, там уже ведется преподавание эвенского языка до 10 класса. И преподавание эвенского, вот наших малочисленных языков, эвенского, юкагирского, венкийского, оно ведется и в Северо-Восточном федеральном университете. Для взрослых, получается. Да, это... Как курсы, Да, да? нет, не курсы. Это в отделе северной филологии, на кафедре северной филологии Северо-Восточного федерального университета. Готовят учителей, преподавателей родных языков и литературы. Ну, вот смотрите, прочитала вчера несколько, скажем так, общих статей общего характера о том, что за 20 век на территории России утеряно очень много уникальных национальных языков, ну, малых народностей, как бы, да, других регионов. Как не допустить такого, ну, на территории нашей Якутии с нашими коренными малочисленными народами? Ну, во-первых, это зависит, конечно, от самого народа, насколько у людей самосознание, уровень самосознания сохраняется и как бы вкладывается в будущее, ну, имеется в виду в детей, в будущее поколение. И, конечно же, все зависит от того, насколько к этому осознанно относится и сам народ, и правительство, и государство. Но все-таки, скажем, вот на примере юкагирского народа, да, которого вот сейчас носителей очень мало, например, Сколько там осталось? около... У нас, значит, 2 языка самостоятельных юкагирских. Это лесной и таежный, тундровый диалекты. И, скажем, на лесном диалекте там всего 3 человека, по-моему, меньше 3. А на языке тундровых юкагиров, северных, как их называют, там меньше 40 человек. То есть 43 человека, да, по сути, то есть, владеют да, то есть, по диалектом. сути, очень мало носителей. И при такой ситуации, конечно, тут важно нам всем как-то скооперироваться. Вот мы, конечно же, стараемся не только помочь, скажем, нашим преподавателям юкагирского языка, например, с учебно-методическими пособиями, да, вместе помогаем им разрабатывать какие-то разговорники, там, какие-то курсы проводим. Это же опять те же воскресные школы. Вот, например, дополнительно мы проводим в WhatsApp-группах для желающих, кто хочет изучать юкагирский язык. То есть онлайн как-то, по-бытовому, по-доступному, да. Даже если там что-то непонятно, у нас есть, конечно, люди, которые, скажем, наши старейшины, которые нам советуют, что да как. Поэтому мы как бы стараемся, чтобы люди получали сведения о том, что они могут изучать свой язык и сохранять даже с помощью современных средств и своих же гаджетов, которые они имеют каждый день. Ну, а Академия наук, если, скажем так, говорить об академических методах, какие исследования ведет в этом направлении? В Институте гуманитарных исследований, это в отделе северной филологии, ведутся исследования всех наших языков, это эвенского, венкийского и юкагирского. И, в общем, в последнее время, не последнее, и эта работа давно начиналась, вышло очень много работ. Эти работы вышли в рамках, в основном вот все наши монографии вышли в рамках серии «Памятника этнической культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», основателем которой вот этой серии был наш уважаемый доктор филологических наук Василий Афанасьевич Рубик.
И в рамках этой серии вышли вот такие вот книги, как по диалектологии, по еще не исследованным говорам эвенского языка, например, Нижнеколымский говор эвенского языка, который На кого дается... направлены эти книги? Да, для кого? Вот эти- Это для научных сотрудников Да. или для широкой Да, вот об этом. аудитории? Вот эти книги по диалектологии, они были как бы социальным заказом. Когда мы ездили в экспедиции, люди очень просили, чтобы их язык был описан. Вот поэтому вот появились вот такие книги, как Нижнеколымский говор и Верхнеколымский говор эвенского Елена, языка. ну у вас какие книги? Я сегодня вам принесла наши книги, которые тоже были изданы нашими сотрудниками, которые работают в отделе северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. В прошлом году, в 2019 году, у нас вышли 2 монографии. Это имена собственные персонажей эвенкийского эпоса и имена собственные персонажи эвенского эпоса под руководством доктора филологических наук Галины Ивановны Варламовой-Кептуке. Данные работы являются сводом имен персонажей героических сказаний и предназначены как для лингвистов, фольклористов, этнографов, студентов, детей и всех тех, кто интересуется и вопросами языка и Такая как бы фольклора. энциклопедия, да, Да. небольшая? Кто Да. есть кто, да, получается? Да. Это как справочник, систематизированный справочник. Пособие можно Ну, даже а вообще, если использовать говорить его. о будущем вот этой вот научной работы, как-то методы будут меняться лет через 5, через 10? Ну, грустно осознавать, но Да. все-таки старейшины уходят. Как тогда мы будем сохранять языки? Для внедрения в массы. Да. Кроме основной работы, конечно, мы работаем над созданием разговорников всевозможных. Мгм. Русско-венских, там, русско-венкийских. Каких-то бытовых фраз. Да, вот именно. Вот методика, как в английском языке, например. Мгм. Стараемся, Доступности, да? чтобы быстро Конечно. до народа Конечно. дошло. Потому что сейчас очень актуален русско-венский. Вот такие словари, русско-венский, русско-венкийские словари, потому что числовладеющих языком очень мало. Вообще. А где эти книги найти можно? Эти книги можно найти на сайте в электронном варианте и у нас в институте в основном. И, конечно, постоянно, каждый раз после выхода каждой монографии мы рассылаем в УЛУСы. Ну, это вообще отличная идея, допустим, ну, со своим любимым человеком можно говорить На его на своем родном языке. Вот языке, это хорошо. ага. Вот это который очень вот не здорово. понимает основная масса, допустим. Да. Так и раз есть Да, способ да. сохранения Да. своего языка и Да. культуры. Просто Сохраняя его в замечательно. семье. И потом в последнее время воскресные школы создаются у нас при СУФУ. Вот сколько лет уже преподаю. И народ с охотой ходит туда, Ну, изучает главное язык. анонсировать все это, продолжать на сайте. Да. Большое вам спасибо, что Большое пришли спасибо. к нам. Поздравляем уже с прошедшим Днем родного языка. И дай бог, ваши работы действительно интегрируются в реальную жизнь, и через несколько лет эта ситуация выровняется и улучшится. Спасибо большое. Спасибо большое. Что ж, 14 февраля, помимо Дня влюбленных, в мире проходит необычная акция «Международный день дарения книг». Мы уже разыгрываем, да, мы книжку? задали вам вопрос. Ну что ж, а как же отметить этот день? 3 простых способа, как отпраздновать Международный день дарения книг. Первый. Подарить книгу другу или члену семьи. Отпразднуйте Международный день дарения книг, подарив ребенку новую или вашу старую книгу. Второе. Оставьте книгу в зале ожидания или фойе. Выберите комнату ожидания, где дети вынуждены проводить много времени и где нет хороших книг. Приобретите хорошую книгу и положите ее тайно или открыто в выбранной вами приемной или фойе. Ну, чтобы дети запомнили и как-то вот потянулись к этой книге. Третье. Пожертвуйте свои книги. Упакуйте коробки книг, которые уже вам не нужны или вашим детям уже не интересны, и передайте тем, кто хотел бы прочитать эти книжки. Ну, там, в библиотеке, в школы, в детские сады, в больницы, приюты. Всем, кто хотелось бы, кому интересно почитать книги. Кому эти книги пригодятся в будущем. Кстати, в историческом зале Национальной библиотеки нашей республики сейчас выставлена дарственная коллекция личной библиотеки ученого-этнографа с мировым именем Улы Йоханссон.
по этому поводу у нас уже были гости на этой неделе. Да. Ула Йоханссон. Йоханссон очень любима в Якутии за то, что в далеком 1952 году она издала абсолютно уникальную монографию «Орнаментальное искусство якутов». И сейчас все, кто интересуется ее, скажем так, личной библиотекой, могут прийти в Национальную библиотеку и ознакомиться в свободном доступе. Давайте посмотрим. Ула Йоханссон родилась в Таллине в 1927 году. Выросла в полиэтническом языковом пространстве. Родители говорили на немецком, в доме бабушки и дедушки на датском языке. Особой гордостью Уллы является то, что собрания отца-историка и дяди-орнитолога стали основой ее библиотеки. Их книги с эксилибрисами и автографами представлены в нескольких закрытых витринах. Есть такой факт, что он просился в якутскую экспедицию в 1924 году, но, к сожалению, значит, должности орнитолога в экспедиции не было, поэтому он с большим сожалением уехал обратно в Томск, где заведовал кафедрой позвоночных Томского государственного университета. Яркий пример жизни дяди, увлеченного Сибирью, несомненно оказал влияние на увлечение юной Уллы. Самое трепетное и важное для нас в том, что свой первый шаг в научный мир на очень высоком уровне сделан ей с написанием первой своей монографии в далеком 1953 году по орнаментальному искусству якутов, где она просто неопровержимо доказала о южном происхождении нашего народа. Дарственная коллекция насчитывает более 4000 книг и журналов на самых разных языках мира. Собраны первые главы всех научных, кандидатских и докторских диссертаций, всего научного мира, который защищается по тюркологии. Помимо этого представлены книги, приобретенные в дореволюционный период, советские, а также совершенно новые. Оценивая ее коллекцию с точки зрения сохранности, можно отметить трепетное, бережное и материнское отношение к книгам. Многие издания, имеющие обложечный тип переплета, заново в мастерской под заказ обретали твердый переплет. То есть это показывает все воочию, незримо, наглядно о том, что ученый до последнего времени, до того момента, пока расстался со своей книжной коллекцией, он был в хорошей такой научной форме, активно его интересовало все, что творится в научном мире по ее направлению. Для читателей, возможно, будет интересно посмотреть с разных ракурсов, именно считать культурный код этого ученого. Здесь есть и художественная литература в том числе. У нее имеется большое количество поэзии, прозы, не только на русском языке, но и на немецком языке, и на других языках народов мира. Жемчужиной коллекции является один из самых ранних исторических документальных памятников для народа Саха. Книга «Северная и восточная части Европы и Азии» Филиппа Иоганна Страленберга. Очень уникально то, что именно в нашем экземпляре, по сравнению с экземплярами, которые хранятся в центральных фондохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга, имеется вкладыш, сравнительная таблица всех тюркских языков в количестве 56 слов. Там можно будет ознакомиться с якутским языком. Более пристально изучив и посмотрев библиотеку, вы согласитесь с тем, что перед вами великолепная лаборатория ученого, который бережно и с любовью дарит ее со словами: «Моя главная цель – способствовать развитию Якутска, как одного из мировых центров науки и искусства. Для меня будет огромной честью, что моя библиотека будет служить становлению все новых поколений ученых, моих опосредованных учеников». Вот такие хорошие книги, вот такие хорошие инициативы. Такая благотворительность шикарная. Друзья, но мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас очень актуальная тема. На днях в городе Якутске пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит. И по поводу этой нехорошей болезни и о том, как ее предотвратить, мы поговорим с Евгением Александровичем Кононовым, заведующим отдела профилактики Центр СПИД. Евгений Александрович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Евгения, Максим, уважаемые телезрители, да. Ну, Евгений, тема, конечно, такая щекотливая, болезнь очень опасная. Вот на сегодняшний день какова статистика по России и по Якутии? Ну, начну с истории, что, в общем-то, ВИЧ-инфекция уже сейчас насчитывает свыше 30 лет. Первые случаи регистрации этой инфекции были в конце 70-х годов прошлого 20-го столетия. И с тех пор эта инфекция продолжает распространяться. Практически нет ни одного континента, нет ни одного государства, где бы не была зарегистрирована ВИЧ-инфекция. Она есть везде.
Вот, но на сегодняшний день свыше 75 миллионов людей во всем мире живут с диагнозом ВИЧ-инфекция. И где-то более 42 миллионов уже умерло от этого заболевания смертельного. К сожалению, оно до сих пор остается неизлечимым, вакцины не существует, лечение направлено на продление качества жизни у ВИЧ-инфицированных. Ну, в России, к сожалению, отмечается тихая эпидемия ВИЧ-инфекции. Что значит тихо? Ну, то есть она плавно так вот растет. Прогнозируемо, скажем Но, так, да? в принципе, эта инфекция сейчас на сегодняшний день, она управляемая, да? Но, тем не менее, все-таки в России отмечается рост. На конец декабря 2019 года спеццентрами России официально зарегистрировано 1 миллион 500 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это лишь только те, кто официально вот, знает свой ВИЧ-статус. Да? Это вот 1%. Это менее 1%. Менее 1%. А вот по данным независимых экспертов Всемирной организации здравоохранения, реальное число ВИЧ-инфицированных может доходить до 3 миллионов человек. То есть, в общем-то, ситуация, конечно, очень серьезная. Да. А вот многие не знают, чем отличается ВИЧ-инфекция от СПИДа. Расскажите. Действительно, ВИЧ-инфекция и СПИД – это не одно и то же. ВИЧ-инфекция – это инфекционное хроническое заразное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, которое приводит к медленному разрушению иммунной системы и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита. То есть ВИЧ-инфекция плавно перетекает в СПИД. СПИД это является терминальной конечной стадией ВИЧ-инфекции. Хорошо, но в республике какова ситуация? Ну, по Дальневосточному федеральному округу Республика Саха-Якутия занимает 4-е место. На 1-м месте у нас Приморский край, на 2-м у нас Хабаровский край, на 3-м Республика Бурятия и на 4-м Республика Саха-Якутия. На 1 февраля 2020 года кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, это с момента регистрации с далекого 96 года, у нас сейчас насчитывается 2548 человек. ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 30 районах. В основном это у нас промышленно развитые районы, центры, да, это у нас Мирнинский, Ленский, Алданский, Нернгринский, Аймиконский, Алекминский и город Якутск. Вот, то есть это промышленно развитые районы, где развито у нас алмаза, золото, угли, нефтегаза развитие. Да? Да. Вот приближается декадник по Национальному дню здоровья Якутии. В каких мероприятиях будет участвовать ваш спеццентр? Да, что подготовили? Да, наш спеццентр в составе большой бригады, выезжающей из города Якутска, мы едем в Кобяйский район. Это мы под руководством Республиканского центра медпрофилактики, где мы будем проводить, вот именно наш центр, отдел профилактики, мы будем проводить экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит Б и С. И, в общем-то, в составе бригады мы будем, в общем-то, десанта здоровья, в общем-то, разъезжаться по ближайшим населенным пунктам, где также будем проводить тестирование. Тестирование и информирование. Информирование, ну а в Якутске? В Якутске в эти выходные, да, в ТРК Туймада, в субботу и воскресенье мы будем проводить экспресс-тестирование на 1-м этаже. Тоже население города Якутска. Приглашаем всех жителей, гостей столицы прийти, в общем-то, на наше экспресс-тестирование, узнать свой ВИЧ-статус. Вот данное мероприятие мы проводим совместно с финалистом конкурса «Лидера России» Иваном Луцканом. Вот Иван оказывает нам очень большую, в общем-то, помощь и поддержку в этом мероприятии. За сколько минут можно узнать, что ты здоров? 15 минут. 15 минут. Евгений, большое спасибо, Большое что спасибо, пришли. что Мы вы надеемся, пришли, что не выявите вы заболевших новых, что все будет хорошо. Да. Спасибо. Друзья, Что ж, не Не переключайтесь. переключайтесь, да. Еще раз доброе утро, наши телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурылева. И Максим Гоголев. Сегодня пятница, 14 февраля, день всех влюбленных. Поцелуйте своих любимых, тех, что у вас сейчас рядышком под боком. И напоминаем, что мы разыгрываем книжку про нашу замечательную компанию. Вопрос какой был? Вопрос какой? Национальная вещательная компания «Саха» когда была названа именно так?
Что ж, далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Не все из предложенных поправок в Конституцию попадут в основной документ страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что рабочая группа сразу же после первой встречи, которая состоялась 16 января, приступила к работе. При этом Путин подчеркнул, что число поступивших поправок уже превысило 500. По его словам, это серьезный вызов, поскольку основной закон, в который предлагается внести эти изменения, регулирует основополагающие принципы жизни в стране. Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня. И уверен, сегодня мы будем некоторые вопросы обсуждать именно такого характера, такого порядка. Что я имею в виду? Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе. Не только в основном законе, в Конституции, вообще ни в каком законе. И тогда, конечно, мы не могли только в общем виде сформулировать социальные гарантии. А сейчас нет. Сейчас мы имеем такую возможность. Ну, та же индексация пенсии, там, допустим, или МРОТ и так далее. Но невозможно было тогда это написать в основном законе. Сейчас у нас экономика в другом состоянии. Мы можем, а если можем, значит, должны это сделать. Правительство Якутии подписало концессионное соглашение по Ленскому мосту с консорциумом госкорпорации Ростех и группы ВИЗ. Мост через Лену, я цитирую, «вековая мечта якутян». Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России, обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, сказал глава Якутии Асан Николаев. Сейчас фактически стартовал первый этап изыскательские работы, в ходе которых предстоит детально проработать проект, определить его финансовую стоимость, подготовиться к госэкспертизе, пояснили в госкорпорации Ростех. Правительство России выделит необходимую дополнительную сумму на приобретение иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, страна пока еще не может обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства. Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Кроме того, глава Кабмина призвал министров рассмотреть некоторые направления государственной программы «Доступная среда». Несмотря на то, что много сделано, у нас остается много вопросов. Первое. Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений. Также это и музеи, университеты, туристические комплексы федерального значения. В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации, соответственно, на конкурсной основе. Второе. Надо продолжить создание в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования. Третье. Нужно, чтобы как можно больше детей с ограничением по здоровью занимались в кружках, в секциях. И к 2025 году до 75% таких детишек должны быть охвачены занятиями. А также, чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления. Сегодня, 14 февраля, отмечается День всех влюбленных. Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом. В то время Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов. И дабы сохранить в рядах армии воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться солдаты от этого меньше не стали. К их счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Что ж, и следующие наши гости по теме чемпионата по кикбоксингу. У нас в гостях Александр Николаевич Березкин, заслуженный тренер Российской Федерации, судья международной категории, заместитель директора Европейского судебного комитета, председатель судейской коллегии России.
Здравствуйте. И Николай Владимирович Слепцов, исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Николай Ну что ж, Александр. как у вас настроение? Отлично. Отличное спортивное, наверное. Отличное, спортивное, как и всегда, да? Ну что ж, расскажите нам поподробнее о таком великом человеке, как Александр Иванов. Да, Александр Иванов действительно очень великий человек, потому что он из якутян впервые в 1991 году стал чемпионом мира по кикбоксингу. В следующем году будет 30-летие, как он стал впервые спортсменом из СССР чемпионом мира. Это просто Да, это вау. историческое такое. Да, расскажите... А триумф на чемпионате в Лондоне, как это произошло, да? Да, он до этого он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом СНГ, и поэтому его включили в состав сборной команды, и он очень уверенно выиграл в Лондоне чемпионат мира и стал вот единственным чемпионом из СССР, первым чемпионом из СССР по кикбоксингу. Тем самым он внес свой вклад в развитие, в становление кикбоксинга в СССР. Ну вот расскажите, откуда он родом, как он пришел в Достиг большой таких спорт? высот, Да. да. Да, он в 1968 году родился в селе Чуцы Ленинского района, сейчас вот Нюрбинского района. Он был старшим в семье, был очень трудолюбивым, помогал в хозяйстве и, учась в Антоновской школе, начал заниматься боксом у заслуженного тренера России и Республики Саха-Якутия Артура Никентьевича Пахомова. Александр, расскажите про ситуацию по России. Кикбоксинг насколько популярен по сравнению с нашим регионом, допустим? Ну, на сегодняшний день кикбоксинг набирает очень хорошие большие обороты. Буквально год назад мы были признаны как вид спорта. Ну и нам дали период времени, он может быть разный промежуток этого времени, чтобы прийти в олимпийскую семью. Для этого, конечно же, еще нужно сделать очень много работы, как международному движению кикбоксинга ВАКа, так и российскому кикбоксингу. Но для этого очень много делается, в том числе и меняем программу развития для того, чтобы постараться стать и прикладным видом спорта, для того, чтобы проводить чемпионат России среди вооруженных сил, который раньше был, проводить среди силовых структур именно кикбоксинг. На сегодняшний день есть у нас и в профессиональном кикбоксинге хорошее достаточно развитие, потому что раздел такой, как К1, на сегодняшний день такой топовый, брендовый, так можно сказать. А что это за К1? Вот для тех, кто не особо знаком с кикбоксингом. Раздел К1 – это раздел кикбоксинга, в котором разрешено, помимо ударов руками, ногами, еще удары коленями. Но где-то есть небольшая схожесть с видом спорта, как тайский бокс, но совершенно разные правила. И на сегодняшний день это такой достаточно брендовый раздел, который на сегодняшний день, наверное, во всем мире хорошие продажи, промоушены. И наши ребята достойно представляют, в том числе и ребята из Якутии, представляют этот раздел. Ну, смотрите, вы чуть ранее сказали, что совсем недавно включили кикбоксинг в олимпийские виды спорта. Нет, Еще это либо разные, нет, признали как вид спорта. Признали это только, да? Да. А чтобы включили в какие-то официальные виды спорта, сколько может пройти времени? Ну, здесь период может пройти как олимпийский цикл, так и, ну, если будет с документа оборотом все вовремя сделано, то... То есть бюрократия опять какая-то, Ну, да? это, знаете, вот не то, что бюрократия, наверное, очень много просто для этого ступеней, чтобы действительно доказать на сегодняшний день, что мы достойны быть в олимпийской семье. Конечно. А сколько сейчас вообще кикбоксеров на территории России и какие, например, есть звезды у нас в Якутии? Ну, по России я могу сказать, что исчисляется тысячами, потому что на сегодняшний день в 75 регионах, я вам могу сказать, у нас есть открытые федерации кикбоксинга
России, то есть это получается региональное отделение. Ну и нам, знаете, приятно, что именно много ребят из нашего вида спорта достойно служат в рядах российской армии, защищают наше спокойствие. 4 героя России, увы, посмертно, но именно Федерация кикбоксинга России, ребята, которые... Достойные, сильные ребята. Что говорить о чемпионах в Якутии? Ну, на сегодняшний день, понятно, вся история, вот, которая началась с Александра Иванова, и которая, наверное, стала примером для тех ребят, которые... Вообще плеяда большая была чемпионов мира и Европы именно с Якутии. Ну, знаете, в мире спорта бывает восхождение, провалы, потому что есть смена поколений, и когда тренерам приходится найти новые таланты, воспитать. На сегодняшний день есть тоже ребята, наверное, все-таки Николай больше скажет, Ну да, те Вадим спортсмены, Колтовский, которые... например, да? Да. Давайте немножко вот поближе чемпионат. о турнире, как ближайшем. Да, вот с сегодняшнего дня начинается вот 16-й чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. И в нем будут принимать участие команды Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Амурской области, и, естественно, Республики Саха-Якутия. Ну вот и в следующем году есть такая информация, что будет чемпионат России у нас. Правда? Расскажите. Да, действительно, у нас будет историческая тоже дата, и как раз у нас тоже вот в Республике Саха-Якутия будет, ну вот я, как ранее говорил, 30 лет, как Александр Егорович Иванов стал первым чемпионом, и в следующем году будет вот чемпионат и первенство России. Да. Александр Николаевич тоже может подтвердить. Ну, приедете, наверное, к нам обязательно, да? конечно. Обязательно, конечно, приедем, все делегации, всем руководством. Ну что ж, спасибо большое, что вы к нам пришли. Вам К спасибо. кикбоксу быть. Кикбоксу Спасибо. быть, и Да. пусть наши телезрители, кто в городе находится, приходят и наблюдают за вот этим Да, потому что первенством. это Будем очень болеть. зрелищно. да, Очень на самом деле. зрелищно. Что ж, телезрители, не переключайтесь. После рекламы мы продолжим нашу программу. Ну и еще раз доброе утро. К нам пришло одно очень приятное сообщение, но обязательно нужно зачитать. Любимую нашу маму, бабушку Раису Петровну Старостину, проживающую в село Барагонск Булунского района, искренне поздравляем с днем рождения. Тебе желаем лишь добра, здоровья, счастья, вдохновения. От жизни все бери сполна, мы все тебя безумно ценим. Внучата не дадут скучать, ведь только бабушка так может. Любить, лелеять, баловать. Мама милая, родная, с днем рождения тебя поздравляют дети, внуки, наша дружная семья. Вот так вот, мы тоже Да, присоединяемся. и программа «Новый день» присоединяется, и мы также желаем вам счастья и здоровья, и долгих лет жизни. Да. Ну что ж, давайте напомним нашим телезрителям, какая погода ждет нас на сегодня. Какая погода ждет нас в этот пятничный день? Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем ожидается в центральных улусах минус 27, минус 28, в заречной группе улусов минус 27, минус 31, а в южных улусах минус 16, минус 18, в Вилюйской группе улусов минус 16, минус 30, в Нижнеленских минус 30, минус 33, а в западных минус 13, минус 17, в Калмык-Дигирских районах минус 22, минус 36, в Янских минус 30, 35, на северо-западе минус 11, минус 30. Везде теплеет, везде спешит в путь дорогу весна. Ну а в Якутске в 6 часов утра температура составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. И днем ожидается минус 29, минус 31 градус. Ага. Да, ну вот немножко похолодало, но говорят, это последняя волна прохладного Да. воздуха, скоро будет тепло. Ну, совсем скоро, да, действительно. Ну, сейчас среди наших зрителей, я считаю, что есть люди, которые ищут работу. Давайте посмотрим, какие вакансии. Да, друзья, если вы сейчас находитесь в поиске новой работы или лучшего места, или хорошей зарплаты, пожалуйста, внимание на экран. Мы сейчас с вами поделимся новостями от Якутской биржи труда. Так, требуется
сейчас выйдет. Требуется мастер производственного обучения, докер-механизатор. Требуется электрик, участка автоэлектрик, образование по профессии, без вредных привычек, прием по результатам собеседования. Заработная плата 28 тысяч рублей. Далее требуется сортировщик почтовых отправлений, произведение печати, образование не ниже среднего полупрофессионального образования, знание ПК и оргтехники на уровне пользователя, обработка корреспонденции и печати на участке по обмену и обработке почты. Заработная плата 28 666. Вот такая вот цифра. Угу. Друзья, ну сейчас мы напомним вам, что вот в сегодняшнем эфире мы разыгрываем замечательную, уже коллекционную книгу «Разговор со зрителем длиной в полвека». Эта книга была выпущена к 50-летию нашей компании НВК «Саха». В продаже ее нет давным-давно. Она разошлась по, скажем, ценителям, по коллекционерам. У меня ее, кстати, нету, к сожалению. Ну, а вы сможете ее себе в библиотеку заиметь, если ответите на следующий вопрос. Угу. Ну что ж, мы тут зачитаем некоторые ответы, ну, скорее всего, давайте зачитаем, которые неправильные, да? Чтобы люди знали, что они оказались неправы. Допустим, здесь сказано, что было названо в 2005 году. Это не так, к сожалению, это не так. Было названо, что это в 2009 году, это тоже неверная информация. НВК стала НВК, не 2009. Что ж, далее смотрим, это правильный ответ, но, к сожалению, вы не первая, да. Также пишется, что было создано 11 декабря 2002 года. Но это тоже, к сожалению, неправильный ответ. Ну, Максим, ну... В 2000 году. Ну, в общем, я все еще держу в напряжении наших телезрителей. И мне кажется, логичнее всего будет назвать правильного... Правильный вариант? Да, правильный вариант в самом конце нашей передачи. Друзья, потомим вас немножко. Да. Но давайте сейчас прервемся на нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». Вот уже несколько лет компания НВК «Саха» и наша программа выпускает в эфир ряд сюжетов. Благодаря им многие дети находят новые семьи, находят новых родителей любящих. Давайте посмотрим сюжет про Артура, который также мечтает встретить своих папу и маму. Знакомьтесь, Артур. Мальчику почти 5 лет. Артур находится в центре недавно. Артур у нас ребенок с индивидуальными особенностями. Самый маленький член нашей семьи. Да? И он очень подвижный, требует очень много внимания к себе, очень активный. Любит играть, любит играть с лего, с пластилином, смотрит мультики, любит большие красочные книжки. И он ничего не говорит, слабо слышит и реагирует на жесты. Да? Несмотря на диагноз, Артур подвижный ребенок. Он много двигается, так же, как и все дети, любит играть. Обожает лего, собирая разные поделки. Конструированием Артур может заниматься подолгу, проявляя усидчивость и интерес. В связи с диагнозами мальчику сложно выполнять задания, но он все-таки обладает некоторыми навыками, которые немного облегчают его жизнь и позволяют изучать что-то новое. Артуру в связи с проблемами по зрению особенно нравится изучать все предметы на ощупь, а также играть в контактные и звонкие игры. Он не говорит, но когда находится в настроении, то произносит отдельные звуки. Артур трогательный, добрый и ласковый ребенок. Он нуждается в особой заботе, чутком уходе и внимании. И мы надеемся, что для него найдется семья.
Друзья, ну мы уже анонсировали, что в этом сезоне программа «Новый день» с компанией НВК «Саха» запускает проект «Флешмоб», посвященный Великой Отечественной войне и победе 75-летию. И да, и пришли очень много видеозаписей. Очень много видеозаписей, где наши соотечественники исполняют песню «Катюша». Напоминаем, что вы должны собраться коллективом от 10 человек, снять то, как вы исполняете эту песню на видео и отправить к нам на электронную почту. Ну и, собственно, давайте посмотрим, как коллектив детского сада Кен Черри исполняет любимую всеми «Катюшу». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем цвет, и бойцу на дальней пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ну что ж, друзья, отличное настроение в пятницу, всеми любимая песня. Ну а мы продолжаем дарить не только хорошее настроение, но и реальные подарки. В начале передачи мы объявили, что будем проводить розыгрыш вот этой замечательной коллекционной книги, посвященной 50-летию национальной вещательной компании НВК «Саха». Книга лимитированного выпуска в продаже нету, разошлась по рукам. И вот сегодня мы ее дарим одному из наших телезрителей, который правильно ответил на какой вопрос, Максим? Да, на вопрос такой, в каком же году наша компания именно называлась национальной вещательной компанией «Саха». И у нас первый правильный ответ получил номер телефона 8 914 270 80 10. И мы с ним вышли на прямую связь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, доброе утро еще раз. Ну что ж, откуда вы узнали этот ответ? Ну, если честно, я посмотрел в интернете. Было интересно ваш вопрос, и самому было интересно узнать, когда действительно НВК был создан. Да. В каком же году все-таки? 92 года. Итак, назовите, пожалуйста, нам правильный ответ. 3 марта 1992 года было создано указом президента, первого президента. Да, абсолютно все правильно. верно. Сергей, скажите, а сколько вам примерно лет? Мне 41. И сколько из ваших 41 года вы смотрите компанию НВК «Саха» по утрам, вечерам? Сколько себя помню. А вообще, новый день смотрю каждое утро, и у меня день начинается с этой передачи. Как это прекрасно. Да, Сергей, ну ну что ж, мы вас поздравляем. поздравляем. Книга ваша. Да, по адресу Орджоникидзе 48, в главном здании НВК «Саха», в 201 кабинете вы можете получить свой
уникальный, Ну, замечательный мы вам приз. еще это все за кадром дообъясним, так что Хорошо. сегодня книга будет Спасибо. вашей. Ну что ж, наши телезрители, а мы с вами прощаемся и передаем слово нашим коллегам из якутского блока. Пусть сегодня будет хороший день у вас.